дорогие друзья! А с вами я, Матвеева Лада, ведущая программы «Достояние». В этой программе вы познакомитесь с очень яркими, творческими и интересными людьми. Сегодня нам посчастливилось встретиться с преподавателем детской музыкальной школы Кирилловым Владимиром Николаевичем. А вот и я. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуй, Лада. Немножко меня удивляет, почему вы на велосипеде, а не на машине? О, велосипед – это моя такая хорошая подружка, или друг, скорее всего. Я ему доверяю. И очень полезно для здоровья, для настроения, для всего. Я езжу на велосипеде 7 месяцев в году. Друзья, садимся на велосипеде. Пускай нас будет больше. Хотя нет у нас дорожек велосипедных, но мы должны объединиться на велосипеды. Владимир Николаевич, вы не могли бы рассказать немного о своей профессии? Профессия музыканта, она мне снилась с самого детства. С 5 лет я уже мечтала играть на чем-то. Были такие даже смешные вещи. Я, лежа в больнице, залезал под кровать, собирал туда всех больных ребятишек, вырезал из картонки гармонь, разрисовывал ее, кнопочки, клавиши, рисовал меха. И играли, пели детские песенки. Затем пошел уже учиться в музыкальную школу. Очень просил своих родителей, потому что у нас было 5 детей, жили бедно. Папа один работал, у нас было с мамой 7 человек. Но все-таки уговорил, школа была платная в то время, уговорил их, чтобы они меня отдали учиться на баяне. Я очень любил играть на баяне. Я старался, я делал для себя успехи, я делал для себя выводы и понимал с каждым разом, с каждым годом, что это мое все-таки. Вот это мое не призвание, но желание очень большое именно быть музыкантом и играть на баяне. Ну, это для начала вот так вот. Значит, это было вашим решением стать музыкантом? Да, да, это только мое. И никто ему потом в дальнейшем не препятствовал. Отец всегда говорил: жить тебе, думай сам, определяй дорогу, профессию, строй карьеру. Как ты сам мыслишь? Давайте вернемся в ваше детство, юные года. О, это очень интересно. Кто по профессии ваши родители? Так, ну, отец простой рабочий, слесарь вагоноремонтного завода в то время, кузнечного цеха. Но он не простой слесарь. Во-первых, он слесарь с головой. Почему? Работая на ВРЗ 42 года, он подал свыше 120 рационализаторских предложений, имея всего лишь среднее образование, не специальное, а просто среднее образование. Это раз. И потом я очень горжусь своим отцом. Почему еще? Он был депутатом Верховного Совета Союза СССР 2 созывов с 1958 года по 1966 год. Мы гордились им. Из простых рабочих и сразу в центральный, как говорится, исполнительский аппарат в Москву. Это было здорово. Мы восхищались. Я очень горжусь своим отцом. А мама была все-таки домашней хозяйкой. Она пробовала работать, но было очень трудно. 5 детей накормить, убрать, приготовить, постирать, в огороде, как говорится, поработать. Она всю жизнь оберегала нас, воспитывала, кормила, одевала. Ну, была очень хорошей матушкой. Конечно, ухаживать за детьми тоже надо уметь. Конечно, это ей дано было. А люди простые. Отец из деревни Латышева, Янтинского района, а мама татарка у меня. Папа чуваш, а мама татарка. Из деревни Верхний Народбаш, Буинского района Татарстана. Ну, в соседней республике мы братья. И вот мы такие дети все. Татар-чуваш. А вы помните свои школьные музыкальные? О, это школьные музыкальные. Это самые веселые, самые восхитительные, самые яркие года. Учась в школе номер 10, это вот что у нас на Соцгороде, но она не 10-й была в то время, а 59-я. При мне уже, когда я заканчивал, она стала 63-я. Номер такой у нее был. Она была 8-летней школой. И
все начиналось именно вот мое, как говорится, музыкальное творчество, мое вот воплощение в жизнь моих всех замыслов, которые я собирал в больнице детей под кроватью в 5-летнем возрасте, все воплощались в этой школе. Создавал ансамбли, участвовал во всех художественных творческих программах музыкальных. Ну, был, как говорится, на пике вот этой эстрадной волны музыкальной. Ну, первый заводила. Мало того, еще добавлю, Лад, ты же не все знаешь про меня, я тебе хочу сказать, что еще. Главная моя память о моем детстве – это величайшее событие, когда я был награжден путевкой в международный пионерский лагерь «Артек». Да, я был в «Артеке». Ага. Мало того, что был, я там жил. Расскажу, как это было. В то время, значит, в каждом дворе Канаша были агит-площадки, так называемые. Это вот скамейки, навес, потом тумбочка под киноаппаратуру. Еженедельно по пятницам в каждом дворе, имеющий такую агит-площадку, должен был проходить концерт, выступление официального лица из администрации со своим отчетом и фильм демонстрировали, когда уже стемнеет, часов 10, начинали крутить кино. Это было здорово. И вот здесь вот как раз я обошел со своим баяном и со своей агит-бригадой все площадки города Канаша. 2-3 года я ходил с баяном через плечо, с нашей эстрадной группой девчонок и мальчишек. Да, хочу сказать, что мы все организовались в детском секторе Дворца культуры. У великой, у просто безнадежно фанатичной и преданной детскому делу, у Анны Ивановны Красильниковой. Она была заведующей детским сектором Дворца культуры. В то время он был вагоноремонтного завода. Это сейчас он городской уже, не только сейчас, уже лет 10. И вот благодаря ей и благодаря моим вот этим похождениям по этим площадкам меня наградили путевкой от Канаша. Выделили 2 путевки на Канаш, международный пионерский лагерь «Артек». И 1 путевка досталась мне. В то время для нас это было, конечно, величайшим событием, когда денег нет дома, нужно оплатить только дорогу. А дорогу даже не надо было оплачивать, потому что отец был железнодорожником. Билет бесплатный, и там на полном государственном обеспечении, начиная от обуви и кончая рубашкой. Все было артековское. Приехав в Артек отдыхать, на 2-й день я слышу объявление по радио Артека. Внимание, ребята, обучающиеся или закончившие музыкальные школы, просьба собраться в пионерской комнате. Мы собрались, и там нам, значит, такую новость, информацию скинули, что музыкальный руководитель задерживается в связи со сдачей экзаменов. Вам надо 3-5 дней продержаться своими силами. 12 человек нас собралось. Кого мы выберем, покажет ваша способность читать ноты. Нам раздали тексты, дали нам 20 минут, развели по разным углам штаба пионерского. Через 20 минут нас соединили, мы все сыграли свои задания и выбрали меня. Но получилось так, что вместо 5 дней я проработал всю смену 40 дней. 13-летний мальчишка в международном пионерском лагере «Артек», дружина 4-я морская, я 40 дней держал всю музыку на себе. А это очень было сложно. Каждый день приезжали международные делегации, представители нашей власти. Был Гагарин с Титовым в 1961 году. Да, после своего полета они пришли буквально вот через 4 месяца к нам в гости. Это были удивительные дни. И, проработав 40 дней, я уже собирался домой, меня вызывают в штаб Артека и говорят: Володя Кириллов, у нас есть такая мысль. Ведь вы приезжали отдыхать, но вам пришлось поработать. Так мы вам предлагаем еще смену в 40 дней в качестве поощрения. Я говорю, я не против, но начинается учебный год. Он уже начался, сентябрь пошел. Я в августе поехал на 40 дней. Сентябрь. Я могу отстать от школы. Не беспокойтесь. У нас в верхней дружине, в Артеке в Горном, под Аюдагом, под горой, есть школа. Туда все артековцы, которые приезжают в течение учебного года, бегают учиться.
Ну, говорит, вам надо спросить разрешение у родителей. Папа, конечно, согласился сразу, мама тем более. Это были удивительные события моего уже вот такого 13-летнего, ну, уже зрелого, как говорится, детского возраста. И, закончив школу, 8-летку, я поступаю в Чебоксарское музыкальное училище, конечно, на класс баяна. Ну, это уже, как говорится, другой этап жизни. Пошла моя юность. Ну, что спросите, пожалуйста? Это вот про детство так. Да, это очень интересно. Я Очень думаю, интересно. В наше время Артек – это мечта каждого ребенка. Да, можно разговаривать, об этом говорить, вспоминать бесконечно. Конечно, мечта. Это, в принципе, почти невоплотимая мечта. Не каждому дано. И по финансам, тем более, и по количеству путевок. Это единственное. Причем он международный так и остался, кроме, как говорится, наших детей. Там 1/3 зарубежки. Вот так. А вы помните свое первое выступление на большой сцене? В качестве, значит, кого? Музыкант уже или… Музыкант. Ну, в качестве музыканта на большой сцене. Это выпускные экзамены в училище. Там такая форма значит, сдачи выпускных экзаменов. Собирается в актовый зал все желающие, кроме комиссии. И экзамены проходят в таком виде открытого концерта. Сейшн идет, классический, правда, не эстрадный. Там можно хлопать, если что-то понравится. На экзаменах этого же нет во время сдачи экзаменов. Вот. У нас эти экзамены называются академические концерты, а там был выпускной экзамен. И, конечно, было очень страшно. Мне казалось, у меня просто глаза лопнут или ум померкнет, честное слово. Вы знаете, играть перед своими музыкантами, я с ними прожил 4 года, собрались практически все свои, и педагоги сидят в комиссии тоже свои. Но выйдя на сцену, собрав программу, а программа состояла из 5 произведений разного характера, было очень страшно, чрезвычайно. Отнялись руки, ноги, логика потерялась. Память просто отшибла, я просто не знал, с чего начать. И как я совладал с собой, один Бог знает. Это был самый страшный, самый ответственный, сумасшедший концерт. Я его помню, я его никогда не забуду. Ну, а все концерты потом, которые были, значит, и в качестве солиста, где я выступал, или в качестве участника ансамбля, волнение буквально продолжается до первого аккорда. Взял аккорд, заиграл, ты влез в свою стихию. Этот аккорд распугал, убрал все вот эти мешающие вот эти недостатки, все преграды. И ты уже купаешься в этом. Да. Ты счастлив, ты в своей эйфории. Здесь вот, поэтому вот единственное, что мне было очень страшно на выпускном – сдать экзамен. Да, это так. Ну что ж, о прошлом мы поговорили, а теперь вернемся к нашему времени. Ну да. Сколько лет вы работаете? Вот да, сколько лет я работаю. Школе? Мой трудовой стаж педагогический составляет 38 лет на сегодня. Идет 39-й. Это много. За такое большое время вы, наверное, получали какие-либо награды. Расскажите о них. Ну, как правило, в человеческом жизненном этапе происходят, конечно, такие вот ступени. В 2002 году по итогам работы меня выдвинули на соискание звания «Заслуженный работник культуры». Звание подтвердили. Здесь собрание депутатов в министерстве, и в 2002 году мне присвоили звание «Заслуженный работник культуры». До этого я ведь очень много работал в самодеятельности. Я прошел весь Канаш, всю медицину, это медицинское училище, финансовый техникум, горбольницу, узловую больницу, станцию скорой помощи, значит, и городскую санэпидстанцию. Вот я всю жизнь почему-то был связан с медиками. Я им помогал. Как говорится, я был художественным руководителем их самодеятельных коллективов. И вот поэтому в этом плане, во дворце работая, при этом еще и во дворце работая музыкантом, вел ансамбль «Россияночку», русский вокальный ансамбль, мне тоже присвоили там звание. Но оно такое, знаете, самодеятельное. И называется «Заслуженный деятель музыкального общества Чувашии». Это в 1996 году. Это такие 2 существенные награды. Ну, я думаю, вас еще, Влад, поинтересуют награды такие общественные. Уже заодно мы
Я не то что хвалюсь, я говорю о том, что вот все-таки надо сказать, раз это случилось. В 2015 году меня наградили нагрудным знаком за патриотизм, как жители Канаша. Это Очень тоже, да, это городская награда, это нагрудный знак, все это есть диплом, то есть удостоверение, все как положено, значит, благодарность. Дальше. В прошлом году на мой юбилей, в честь юбилея, значит, было присвоено самое главное, эпохальное для меня звание. Это почетный гражданин города Канаш. Вот подытожили всю мою работу, профессиональную, общественную, всю мою деятельность. И присвоили вот такое звание. Оно ко многому меня обязывает. Ну, в общем-то, я его и не ждал так сильно. Для меня не была это самоцель получить это звание, потому что никаких привилегий оно не дает. Но мотивация интересная. И я до сих пор, в общем-то, как работал, как обихаживаю свои клумбы, как организую всех ребятишек во дворе, как слежу за своим восточным районом, так и стараюсь. Не стараюсь, я это делаю, мне хочется. Самое главное сейчас вот эти вот награды, можно о них сейчас поговорить. Это вот награды детей, значит, результат моей профессиональной деятельности. Но что значила моя деятельность без вот таких вот прекрасных детей, да. Просто удивительных. Вот я, почему этим фотографиям некоторым уже и по 8 лет, потому что вся эта история эстрадного ансамбля началась, так, 12 лет тому назад. И что здесь хочется выделить? Что вот все грамоты, конечно, они, в принципе, все республиканские, межрегиональные. Есть даже международная одна грамота. Это вот те первые и вторые, третьи места. Большинство первых, я вот их отметил. Тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 первых мест. 2, 3, 4, 5, 6, 7 вторых и 3 третьих. Это все не в Канаше, это все на республике, на регионе и международка вот такая. Поэтому это только благодаря вот этим умницам, вот этим способным, вот этим зажигалкам моим детям. Вот моя звездная группа. Ее прям можно смело назвать, что это группа Восточного района. Она нечаянно так получилась. Вот мой сын Дима, это прям с нашего подъезда Дамир Гайнудинов. Это с нашего двора Дима Кутов. Это с нашего двора Трехдонного Артем Афанасьев. И вот единственный человечек, сейчас он такой важный, в таком крутом институте учится в Москве, что-то с космосом связано. Володя Матвеев, он живет у парка. Вот эти 5 человечков, это, конечно, не ансамбль Битлз, там квартет, здесь квинтет. Он почище, чем Битлз. Эти ребята звездные, они молодцы. Они выиграли на республиканском уровне в честь Casio Day фирма. Фирма Casio устраивала, значит, ежегодные в то время. Компания Casio устраивала ежегодные джазовые эстрадные фестивали. Вот собирали детей с республики, ну и приезжали гости из Казани, там, Зеленодольска. И, слушай, эстрадные группы, их было по 22-27 групп. Мы были первые, вторые. За первое место нам дали синтезатор Casio. И за второе место нам дали синтезатор Casio, но уже другого образца. Они молодцы. Они заработали для школы два хороших музыкальных синтезатора, инструмента. Но в этом же еще есть и ваша заслуга. Изначально, конечно, педагог. Да. Но мы настолько, вот эти два понятия связаны, я без них тоже никто. И как нам встретиться надо удачно, в какое-то время определенное, когда у них подъем, когда они подбираются вот такой замечательной группой, такой бригадой, и я тут с ними, и у нас пошло. И все идет отлично. Бывает со скрипом, бывает годы просто, неинтересной работы, рутина, ребятишки тяжеловатые. Очень многому надо учить, а мы не успеваем. У нас всего занятия-то 1 раз в неделю. Трудно, их 5 человек. А есть такие хваткие, яркие, сходу берут все. Я слышала, что в школе вы создали ансамбль «Экспромт».
Расскажите о нем. Вот, да, этот случай произошел в 1998 году. Наша школа давала полностью эстрадную праздничную программу на 8 марта. Это была просто наша школьная обязанность. Там не было других артистов самодеятельных. Школа организовывала этот концерт на уровне города. И к этому именно вот 1998 году, в день рождения моего сына, мне захотелось создать эстрадный ансамбль. Почему? А потому что накануне из Чебоксар мой тезка Владимир Николаевич Петров, музыкант. Сейчас он очень большой музыкант в Чебоксарах. Руководитель муниципального духового оркестра, очень такой, значит, организатор большой. Он привез свой ансамбль, тоже эстрадный, смешанный, с интересными инструментами. И они играли такую кавер-неожиданную музыку. Ну, кавер – это значит, мы повторяем чье-то, да, своей интерпретацией. Мне понравилось. Звучание, допустим, синтезатор, скрипки, то есть искусственного современного инструмента звука и звук классической скрипки, звучащей уже много веков. И все было очень интересно, неожиданно, своеобразно. Привлекало внимание и в художественном плане, и в таком вот профессиональном. И я решил тоже в нашей школе создать ансамбль. У нас прекрасные педагоги, скрипачи, духовики, пианисты. И с 1998 года мы дали первый концерт, как раз вот выступили на 8 марта во Дворце культуры. И с тех пор прошло 20 лет. В прошлом году мы отметили юбилей большим гала-концертом. Это был наш бенефис этого ансамбля. Было здорово. Исторически здорово. Пришли люди, пришли наши кумиры, фанаты, любители музыки, любители нашего ансамбля. Приехали из Чебоксар, бывшие, значит, преподаватели, гости. Был хороший, интересный такой фееричный концерт-встреча. На сегодня у меня в придомовом зеленом хозяйстве березовый сквер. Основательница этого сквера – Клавдия Дутова, жившая в доме номер 14. Это она со своим внуком 30 лет назад начала высаживать березки, липы между домами 6 и 14 восточного микрорайона. Конечно, помогали школьники школы номер 6, но эта помощь была одноразовой. В основном весной при благоустройстве дворов и палисадников в канун весенних праздников. Нынче Клавдия умерла в возрасте 80 лет. В честь нее я назвал аллейку высаженных мною берез уже у себя во дворе. Вообще, к расцветающей красоте сквера стали появляться и клумбы под окнами наших квартир. Первые 2 клумбы появились в середине 90-х годов, когда грязь и запустение перед домом стали просто невыносимы. Долго обживал эти места, много было строительного мусора. 3-я клумба появилась на месте пьяного киоска, загадившего землю вокруг себя до предела. Сдерживая отвращение руками лопаты, разгребал, вычищал обнужденную землю. 4-я клумба в палисаднике перед домом была самая легкая по созданию, так как она была все-таки уже обжитая. Там была какая-никакая земля. 5-я клумба родилась 2 года назад после капитальной реконструкции дворовой территории по федеральной программе «Комфортная городская среда». Этот угол был абсолютно затоплен, на нем не было даже травы. Рассады помогали соседки по подъезду и двору: Нина Никифорова, Антонина Егорова, Фаина Михайлова, Светлана Цапина, Эмилия Яковлева из 7-го дома и Роза Хисамова из дома номер 14. Но главное мое детище – это спортивная площадка, доставшаяся в наследство в плачевном состоянии более 20 лет назад. Латал ее как мог, вычищал от травы и грязи, подметал асфальт. Зимой заливал ее под каток и сбоку строил ледяную гору высотой свыше 2 метров и длиной аж 65 метров. Сейчас здесь полный порядок, но все равно многолюдно. Даже приезжают ребята из других районов города, чтобы поиграть в волейбол, баскетбол, настольный теннис. Вот так и живем. Друзья, вот такой комфортный, удобный, красивый, современный двор у нас уже 3-й год. И все это благодаря главе администрации города Канаш Виталию Николаевичу Михайлову. Будучи депутатом нашего избирательного округа, он в 1 месяц поставил новые щиты на это шикарное, на сердце нашей площадки, на сердце нашего двора волейбольной площадки баскетбольной. Вот эти баскетбольные щиты. А через год по программе «Комфортная городская среда», это федеральная программа, он нас убедил вступить в эту программу, чтобы она сработала в нашем дворе. И чтобы нашему двору, как говорится, сделали хороший, капитальный, современный ремонт. И как видите, все получилось благодаря ему. Он наш вдохновитель, агитатор,
лично со мной много разговаривал. И я даже как-то не верил в это, отказывался. Но он настоял на своем, и все получилось. Как вы все успеваете совмещать и музыку, и общественную работу? Я близнец. Я очень торопливый человек. Мне многие потом говорят, ну что ты все спешишь? Выдохни. Постой, подумай. Я говорю, времени нет, ребят. Мало того, я еще и дома готовлю сам, убираюсь. Мне нравится все это делать. Да, вы молодец. Ну, можно рассказать и о личной жизни, раз пошел такой разговор, что у меня замечательная жена. Она тоже музыкант, работает в нашей школе. Я ее очень люблю. Ирина Витальевна, теперь она уже Кириллова. Давно уже. Нашей, как говорится, уже совместной жизни 25 лет. В августе будет. И меня очень радует мой младший сын Дмитрий. Вот. Сейчас он закончил 3-й курс физико-технического университета имени Баумана в Москве. Очень настырный, головастый, терпеливый, с характером. Он будет настоящий мужчина. Я не говорю, что я возлагаю на него какие-то надежды, но мне как-то спокойно становится, и мне кажется, что у него состоится эта жизнь. Она будет интересная, насыщенная, объемная, не скучная, всякая, разная, но цельная, хорошая такая. Так вот. А старший сын? А старший сын, он работает в Красногорске, Московской области, по, значит, строительной части. Он тоже заканчивал Чебоксарское, значит, сначала техникум строительный, а затем университет тоже, строительный факультет. 2 детей у него уже. Значит, у меня 2 внука. А всего у меня, ну это же все о личном, как говорится. А всего у меня 4 детей, 2 дочери, 2 сына, 4 внуков, 2 внучки и 2 внука. Так что, видите, у меня пополам. Все. Да. 8 человек за мной стоит. А дочери чем занимаются? Значит, старшая дочь живет в Орске, Оренбургской области. Она работает в музыкальной школе. Она пошла по стопам моим, можно сказать. А старшая дочь Наташа, младшая дочь Ирина закончила педколледж наш, канашский, музыкальное отделение, и продолжила обучение в Чебоксарском государственном педагогическом институте, тоже на музфаке училась. Сейчас она работает в Москве, ну не совсем по музыкальной части, но очень хорошо устроилась. Молодец. У нее все в жизни получается. Конечно. Она счастлива. Она замужем тоже. Да. Значит, в вашей семье дети почти все музыканты? Не почти, все. Все музыканты. Все закончили эту канашскую музыкальную школу. Дочери в классе фортепиано, а мальчики закончили в классе духовых инструментов. Оба играли на саксофоне. У Михаила, у нашего Мунира Халимовича Хисамова, замечательного педагога. Мы с ним друзья большие. Это очень интересно. Да. Так что если нам всем собраться, я думаю, будет еще интереснее. Когда у нас будет вместе же 3 пианиста, 2, значит, саксофониста и я. Баянист, барабанщик, ну и на клавишах. Жизнь заставила. Во многом участвовал. Владимир Николаевич, спасибо вам за это прекрасное интервью. Очень приятно было с вами познакомиться. Спасибо вам.
за то, что, значит, у нас будет сейчас открываться такая рубрика, как «Достояние». И что я, по сути дела, ее открываю, мне это очень приятно, конечно. Ну, что я хочу пожелать, прежде всего, конечно, детям. Потому что я очень люблю детей. Я вижу в этом наше продолжение, нашу смену. И все вопросы, касающиеся детей, меня интересуют больше всего. И поэтому я пожелаю мальчишкам и девчонкам дружить с музыкой все-таки. Потому что на собственном примере вам говорю, что без музыки в жизни может быть, конечно, обыкновенно или просто, или легко, но она помогает вам на уровне физического развития. А мальчишкам во дворах хочу пожелать, чтобы с удовольствием ходили к нам на площадку, чтобы побольше приходило с других районов. Не жалейте свое время, не сидите в телефончиках или в гаджетах своих, в общем, в интернете. Лето на дворе. И, пожалуйста, возьмите от лета все. Займитесь здоровьем. Всех благ вам. Всего доброго. До свидания. Дорогие друзья, ну а наша программа подошла к концу. Встреча с Владимиром Николаевичем подарила нам желание и интерес к музыке. Ведь музыка – это радость души. Цените музыку, любите музыку, живите музыкой.